Девочки, всем привет! Как у вас дела? Сегодня у нас небольшая распаковка после северного рынка. Сегодня ж суббота, а по субботам, как обычно, в городе Грозном работает северный рынок. Мы с мамой поехали и накупили продуктов на неделю. Кому интересны цены, сейчас все покажу и расскажу. Давайте начнем с домашней молочки, как обычно. Это мы все купили у нашей подруги Румисы. Домашнее молоко 1,5 литра по 100 рублей. И домашняя сметана 700-300 рублей. И вот такой вот вкусный сладкий творог. Я люблю из него делать сырники, не соленые. Сегодня по 200 рублей будут. Эти помидоры мы купили тоже у Румисы по 70 рублей. Забыла, с какого-то села они. И капуста свежая 40 рублей. Так, дальше кукурузка. Я в прошлом году замораживала, потом варила. Очень вкусно бывает. По 25 рублей штучка. Одну взяла закрытую. Говорят, вот эти верхние листики для чего-то полезные, я уже забыла, какие-то отвары для чего-то. Ну, потом почитаю в интернете и вам скажу. Огурцы мама купила по 80 рублей. И вот наши любимые потрошки. Это для наших котиков. Смотрите, сегодня купили 6 пакетов, в пакете кило 700 было. Они, правда, сегодня жирноватые. Наши кошечки любят нежирное мясо, но другого не было, поэтому взяли. Это мы сейчас еще разложим по пакетам и поместим в морозилку. Смотрите, эти помидоры и лук я купила у своей любимой бабушки, по-моему, она с Дагестана. Я ее всегда снимаю и раньше снимала, покажу вам. Вот эти помидоры очень похожи на домашние, не знаю, форма некрасивая, но я такие и выбирала. Мне кажется, они гораздо вкуснее. По 50 рублей, кстати, она нам их отдала. Мама не очень хотела, но я себе выбрала. Так, лук, кстати, зеленый подорожал. По 50 рублей пучок. Мы раньше сажали у нас в огороде лук, но сейчас котяток много, они ничего не оставляют. Ни лук, ни чеснок, ни зелень, ничего. Лимончики на 100 рублей 3 штуки. И наш любимый черный хлеб. Это пекут в Грозном, он очень вкусный. Вот такие колечки, мягкие бублики. 3 штуки тоже на 100 рублей. И 2 булочки. По-моему, по 15 рублей они были. Или нам округлили, не знаю. Так, насчет абрикосов, не помню, сказала или нет. Мы купили ведро за 500 рублей. Там были разные. Я вам еще закину съемку. Я сегодня попыталась и снять по ходу. Что успела, то и сняла. Ну, ведро было 8-литровое по 500 рублей. Были такие более крупные. Там килограмм 120 рублей, килограмм 150 рублей. Ну, я сделаю ролик, закину и посмотрите. В общем, друзья, всем хорошего дня. Дебертки до Холмасера. Приезжайте в субботу на Северный, кто живет в Грозном или кто здесь гостит. Там очень хороший бывает рынок. Там много антиквариата, но сегодня я бы не успела. У мамы было давление, и нас ждал двоюродный брат. Как всегда, все торопились. Поэтому быстро-быстро купили все, что нам надо, и приехали домой. Буду сейчас все разбирать. Если что-то кто-то по ценам не понял, пишите. Пишите, в каком городе вы живете, откуда вы нас смотрите, какие цены у вас, мне интересно. Ну вот, допустим, домашнее молоко, мне кажется, оно, во-первых, оно полезнее, чем магазинные вот эти в картонных коробках, не знаю, молоком его назвать или что. Во-вторых, они и выгоднее. Не знаю, литр сколько сейчас стоит молока в магазине, рублей, наверное, 75-80. А здесь 1,5 литра за 100 рублей. Очень жирное, очень вкусное, полезное домашнее молоко. Мы его кипятим, пьем.
И делаем из него простоквашу, как ряженка бывает густая, вкусная. И печем на нем пирожки, и чепелкш делаем. В общем, оно вкусное и полезное. Что-то я сегодня разболталась. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Очень приятно. Бебяртки дохал массира. Адикеу.